Как сегодня в Абхазии платят за свет? Наблюдается ли повышение уровня платежной дисциплины и какие факторы на это влияют? Об этом пообщаемся с начальником управления сбыта электроэнергии РУП «Черноморэнерго» Саидом Блабба. Здравствуйте, Саид. Здравствуйте. Итак, мы опять с вами на очень актуальную тему говорим. Расскажите, пожалуйста, какова картина вот на сегодняшний день по оплате за потребленную электроэнергию? Ну, на сегодняшний день мы наблюдаем все-таки активную положительную динамику роста собираемости. Можем даже в цифрах озвучить. Вот за август месяц, отчетный период. В 2022 году собираемость за август месяц составляла 34,4%, а в 2025 году у нас 71,6%. То есть рост существенный, динамика хорошая, пока еще неудовлетворительная, можно сказать, но есть куда расти. Сам факт, что динамика есть, это уже показывает, что население понимает значимость, свои обязательства перед Черноморэнерго, что такое электроэнергия, начали, наверное, уже ощущать и понимать на себе, и дисциплина начала, конечно, улучшаться. А когда этот момент произошел? Именно в августе рвануло или чуть раньше? Если сравнивать с 22 по 25 год, отрезок январь-август, вот в 22 году у нас было 38,5, а в 25-м 48,6. То есть на 10,1% увеличение собираемости. То есть в годовом разрезе тоже динамика наблюдается. Прорыв, с 24-го у нас 24 к 23-му тоже 10% разница была. Вот 24 к 25-му тоже уже почти 10%. То есть ежегодно наращиваем темпы. То есть... Что касается платежной дисциплины, раз такая благостная, хорошая картина, скажем так, да, что касается платежной дисциплины, можно ли сказать, что она повышается? Да, дисциплина повышается. Естественно, мы активируем больше своих ресурсов. Естественно, мы увеличиваем свой натиск, скажем так, в плане споров. У нас очень активно проводятся отключения. Особенно по юрлицам. А юрлица практически платят у нас 100%. Есть единственная бюджетные организации, которые могут немного недоплатить, но по концу года они обычно все оплачивают. И юридические организации, коммерческой деятельностью, которые занимаются, у нас охват на 100%. То есть платежь. По физлицам у нас есть проблема. Август показывает нам 47,8%. Интересно, в июне, когда вы здесь со мной тоже беседовали, вы говорили о том, что именно по юридическим лицам был такой достаточно ощутимый спад, там где-то 60-50 с чем-то было, только те, кто платил. На 10%. И вас это даже удивляло каким-то образом. Были определенные, наверное, скажем, режимы политические и так далее. Вот этот период, когда были выборы, и там была просада. События политические, они повлияли, и, по динамике мы наблюдали, что было снижение. После мы добрали все те начисления, которые были тогда осуществлены, и сегодня мы уже вышли на уровень 100% практически по юрлицам. Вы сказали, что оплата физическими лицами показатели хуже. Конечно. На каком уровне сейчас они находятся, если брать в процентном соотношении? Август нам показал 47,8%. То есть меньше 50% населения оплачивает. В годовом разрезе эта картинка еще хуже, это 32%. Но относительно 20%, которое было в 22-м, 23-м, вообще 15% было. В 25-м у нас уже 32%. То есть это достаточно низкий показатель, но опять же он растет. Из года в год есть наращивание темпа в этом направлении. Способствует, конечно, это приборы учета, но и осознание, конечно, тоже уже легче. Раньше было много конфликтов, прям уйма. Сейчас люди понимают, и практически в нормальном режиме у нас проходят процессы. Очень сильно помогает в процессе, конечно, цифровизации, которые новые технологии, которые мы сейчас применяем. Это
внедрение цифровых систем. Да, Хотел я помню, поговорить как про раз, них. да, мы поговорим обязательно. У меня вопрос перед этим. Вообще, в принципе, количество потребляемой электроэнергии увеличилось у людей? Нет, сейчас на данном, вот с 22 года у нас снижение идет. Ну, Я имею в виду летний период, вот тот. нет, меньше. 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 Почему? Опять же, это все-таки Экономия. майнинг. Майнинг, да, майнинг. Сейчас его активность намного ниже, чем прошлый период. Да, поэтому объем потребления сейчас на данном этапе ниже, чем в прошлом году и позапрошлом тоже. То есть идет экономия, выявление и население тоже, опять же, можно сказать, что начало экономить, потому что есть абоненты, которые потребляли там месяц 5000 киловатт, а сейчас уже потребляют 1500-2000. То есть принимают меры по экономии тоже. Да. Ну, кстати, вот вы начали говорить о том, что какие-то меры непосредственно ваше управление предпринимает для того, чтобы увеличить, да, собираемость по оплате за электроэнергию. В частности, вот вы в тот раз говорили, что вы начали внедрение вот этой базы, которая анонимно начисляет оплату. Автоматически. Да, автоматически. Ну, в прозрачном режиме, скажем так. Да. Но анонимно я сказала потому, что человеческий фактор здесь отсутствует. И вот этих самых конфликтов, да, уже как бы меньше. Да, сама система автоматически начисляет. Это называется биллинг, расчетная система, которая автоматически начисляет задолженность по всем тарифам и режиму потребления каждому абоненту, тот расход, который он потребил за отчетный период. На данном этапе мы завершили внедрение уже в городе Сухум, в столице. Биллинг работает уже 1,5 месяца, и результаты, в принципе, положительные. Но я хотел основную часть, конечно, подметить, что эта система дает помимо оперативности и снижения нагрузок на персонал в целом, дает закрытый режим, что человек не имеет возможности изменить, откорректировать, внести какие-то некорректные, неправильные данные. Это все блокируется, не дает нелогичной функции пройти невозможно в этой системе. Это один аспект. Второй аспект — это актуальная чистая база, которая позволяет в дальнейшем ссылать ее на приложение, которое тоже находится уже в разработке. К концу года мы, как только завершим внедрение биллинга, уже будет работать и приложение. Это приложение «Личный кабинет» на мобильных устройствах для каждого абонента, который имеет возможность зарегистрироваться и отслеживать свои параметры данные, также осуществлять оплату, куда также будут приходить уведомления от Черноморэнерго по разным режимам, возможности обесточения, предупреждения и так далее. Как, кстати, этот проект продвинулся с учетом того, что вы в прошлом интервью тоже об этом говорили, сказали, что вы приступили, вот развиваем. Как сейчас сменился, скажем так, этап, да? На каком этапе находится? Этап, как бы, здесь все упирается в базу, в биллинг. Как биллинг по всей стране внедрится, так как это приложение берет информацию из биллинга. Если не будет актуальных данных в биллинге, то в приложение пройти не может ничего, да, никакая информация не может пройти. Поэтому мы сейчас, как завершим внедрение, уже включим само приложение тоже, которое потом абоненты смогут скачать и пользоваться. В Сухуме полностью биллинговая система уже введена? Да, в Сухуме введена, в Сухумском районе введена. Сейчас поэтапно будем, до конца года по всей стране мы охватим. Какие еще районы, места охвачены? Или пока вот только... Сухумский район и город Сухум. Ну, самое сложное это город Сухум, столица, естественно, самый большой объем. Нас немного выбились из графика. Мы планировали быстрее, оказалось чуть на почти месяц дольше. Мы внедряли, и возникали непредвиденные обстоятельства, которые приходилось уже по факту там решать. Поэтому немного затянули. А в целом до конца года мы все-таки планируем завершить этот процесс и включить в режим уже и приложение тоже. Мы начали говорить о картине общей, да, по стране, по оплате. Вот мне интересно по районам. У нас всегда так благополучные, не сильно благополучные, хотя все хорошие. Ну, по районам, в принципе, динамика. Гагарский район
фаворит у нас, там показатели самые высокие, они под 90% уже доходят в целом. По оплате, да? Да, Какая по высокая оплате у них хороший режим. Кутаута чуть менее, но опять же положительные показатели. Кулрыбш хороший, Сухумский район в целом тоже хороший. Вот Ачимчира, Туарчал и Гал хорошие показатели. Вот именно просадки у нас по Ачимчире и Туарчалу идут. По физлицам самые низкие показатели на данный момент у Ачимчирского района. Ну, опять же, это я считаю, что это опять социальный фактор. Очень, скажем, относительно районов Гагры там, и Кутауты в Ачимчирском районе менее туристически направлены, не развиты эти направления, рабочих мест маловато, ну, то есть и достатка у населения не так много для того, чтобы покрывать счета. И как бы мы ведем, конечно, работу очень активно, но сталкиваемся с проблемой, что человека заставить того, что нет, заплатить практически невозможно. Если он не имеет денег, он не сможет заплатить все. Вот мы упираемся физически в этот момент. С 2025 года новый тариф действует на электроэнергию. Скажите, как он все-таки показал себя? Насколько повысилась или, наоборот, снизилась? Как это повлияло? Показатели по собираемости, они, наоборот, в динамике на повышение идут. Ну, общий вал в зависимости из-за тарифа, он вырос, естественно. Там сейчас начисление в августе, даже примеры, если приведем, 269 миллионов было начислено, почти 200 миллионов собрали, да, за август. А в 2022 году это было всего начислено там 150 миллионов, собрано 50. То есть на 100 с чем-то миллионов больше начисляется из-за тарифа. И собирается тоже все равно больше. То есть здесь собираемость, она не снизилась, она идет в динамике наверх. Повышение тарифа не сильно сказалось на собираемости, но сильно сказалось на выручке. То есть объем вала увеличился. Да, кстати, вот расскажите вот о выручке, да, насколько и куда потом эти средства идут, если говорить о энергосистеме, да, и развитии. В целом, средства распределяются по плановым мероприятиям, естественно, это обслуживание сперва налогов, зарплаты и так далее, то есть на содержание предприятия, далее на плановые мероприятия, на узкие места, где есть сложности, строительство линий, там, закупка необходимого материала, подстанционные работы, предзимняя подготовка и аккумуляция средств на переток. А сколько составляют доходы обычно у вас? Есть какие-то данные последние? 193 миллиона было собрано за август месяц. Можно сказать. Я просто взял с собой данные только августа. Сейчас. Это показатель тоже увеличивается? Или вот он как бы примерно одинаковый по всем последним месяцам? Нет, это показатель, да, он практически, наши сборы уходят, вот в прошлом месяце у нас было 173 миллиона, позапрошлом 167, в августе 193, в сентябре тоже, наверное, будет где-то 195-196. Такие показатели. То есть все это идет на пользу нашей энергосистеме. Да. Если вы заметили, вот в период стихии все-таки очень мало было отключения электроэнергии относительно прошлых периодов. Такие катаклизмы обычно у нас вызывали коллапс системы. Сейчас у нас, у потребителей, всегда было некое сочувствие к людям, которые работают в этот момент в таких условиях сложных. Я хотела спросить о неплательщиках. Вы говорили, что есть такой статус неплательщика. А вот когда он присваивается, скажем так? Статус неплательщика это 2 месяца и более, если нет оплаты, это уже как бы считается неплательщиком. Если человек не проживает, например, да, он приносит справку о том, что он не проживает, и как бы уходит со статуса неплательщика. Но в целом те, которые живут, потребляют и не платили более 2 месяцев, считаются неплательщиками. У нас сформирован отдел,
по работе с неплательщиками, который активно занимается взысканием средств и в судебном порядке, и как бы ведут переговоры и общение, в принципе. Зачастую до суда мы пока еще не дошли. У нас обычно люди после получения уведомления пытаются оплатить. Если не в состоянии оплатить полную сумму, предоставляем реструктуризацию задолженности. Есть такой момент. Да, обязательно надо оплатить 30%, остаток рассрочивается в зависимости от суммы, максимум на год. То есть 3 месяца есть, 6 месяцев, 9 и год. То есть предоставляем такую возможность. Прибегают к этой да, возможности? очень много оппонентов воспользовалось реструктуризацией. Посмотрим, как они будут выдерживать свои обязательства, потому что там уже не исполнение обязательств, уже применение санкционных мер влекут за собой. После 2 месяцев, как вы сказали, да, а если человек не платит, тогда вы только отключаете, да? Или какой-то еще момент есть там? Приду, естественно, уведомления. Обычно мы это делаем через СМИ, через сообщения, Mobile фонд делает рассылку, уведомляем через СМИ. Есть, где мы точечно уведомляем уже официальным письмом, где есть прям тяжелые такие оппоненты. Официальным письмом уведомляем, вручаем в руки и далее начинаем с ним вести работу. После проведения всех процедур, если человек все равно не заплатил, уже доходит до обесточения и передачи в суд в случае непогашения после обесточения. Вот, кстати, мы тогда говорили с вами много, я прям очень подробно спрашивала по поводу того, как много абонентов вы отключаете. Вы тогда сказали, что около 100 человек где-то в день получается. Изменилось ли 100 человек это было только по сухому. Это цифра. У нас бывает цифры доходят до 500, до 600. Особенно к концу месяца по всей стране обычно доходят цифры до 500. Уже, в принципе, это настолько там, где есть соскуя, уже привыкли, что не доводят зачастую. 20%, если оппонентов доводят до отключения. Остальные практически уже вышли на стабильный режим. А там, где нет тоской, у нас большая проблема. Там у нас ведется активная работа. Это автоматизированная система. Да, там, где нет автоматизированной системы, физическое обесточение проводится, но оно сложно проводимое. Так как это целая бригада, выезд, то есть пока они обойдут, отключат 10 абонентов, они уже придут оплачивать и заново вернутся, их всех по цепочке подключать. Просто физически персонала недостаточно для проведения такой работы. Если неплательщиков было бы всего в стране 5-10%, понятно, что это физически охватить можно. Когда тут 50%, то есть обесточить полстраны, очень сложно. Что касается счетчиков, этот процесс установки, этих счетчиков новых, на каком сейчас он этапе? Этап идет, в принципе, это идет процесс установки приборов учета. Мы сейчас недавно установили в Гагре более 300 штук тестовых приборов учета. Это система iProm, компания iProm, вернее. Это казанские ребята, которые заявили желание с нами поработать. Мы установили тестовые приборы учета. Если у нас тест пройдет положительно, то мы планируем работать с ними и дальше. А в целом установка по юрлицам, она идет, по физлицам. Объемы наших приборов учета на складе практически уже иссякли. Ждем нового финансирования для закупа. Планируются программы разные, государственные, по привлечению большого объема приборов учета. Ждем реализации этой истории. И какой там срок окончания этого периода, когда все счетчики должны быть установлены? У вас есть какой-то временной ценз? Все зависит от финансирования просто. Естественно, если у нас будет на складе полный пакет, собственными силами, конечно, будет сложно, но с привлечением подрядных сторонних подразделений организаций, я думаю, что охватить в течение 2 лет всю Абхазию можно без проблем.
А наши глухие, далекие места и так далее, Тоже там сложности какие-то свои. сложности, понятно, есть, но опять же за 2 года я думаю, что по всей стране можно закрыть этот вопрос. Мгм. А все упирается в финансирование. Мгм. Что касается перспектив работы энергосбыта, что в планах у вашего управления, какие задачи сейчас еще стоят актуальны перед вами? Ну, самая основная задача — это помощь в снижении потребления, то есть чтобы не было аномалий в потреблении. То есть мы выявляем такие зоны для того, чтобы далее отрабатывать в плане выявления незаконных присоединений и подключений. То есть вы сейчас говорите, что майнинг действительно уменьшился, да, вот Он в уменьшился, но какой-то мере? да, в какой-то мере уменьшился, но имеет место быть. Все-таки этот вопрос держит всегда на контроле, держим. И как бы там нет послаблений, как работали, так и работаем. Ну, выявления даже были недавно, и большая благодарность МВД, который сильно помогает нам в этом вопросе. И вот недавно, очень на прошлой неделе, были выявлены в городе Сухум 3, если не ошибаюсь, точки, где было большое потребление. То есть эта работа тоже ведется. Ну, второе, конечно, основная задача — быстро успеть внедрить систему автоматизации, то есть биллинга, и внедрить уже в население приложение. Мы, в принципе, уверены, после создания удобства для платежей абонентам, что, естественно, вал платежей увеличится, когда очень много занятых людей, которые, например, работают в Сухуме, живут в Гудауде, или там за родителей хотят элементарно в Гудауде заплатить, да, и выехать с Сухума там в будний день приехать заплатить за электроэнергию в Гудауде сложно. Поэтому чем больше мы удобства создадим, естественно, людям будет легче оплачивать, и активность увеличится. И прозрачность тоже, когда человек уже в своем приложении будет видеть свой расход, свои начисления, из чего они формируются, и доверие тоже увеличится, и прозрачность увеличится, что даст положительный эффект. Продолжается работа по созданию базы абонентов? Или она уже завершена? Это биллинги есть, по сути, да. Вот это она, абонентская база, в ней сейчас ведется актуализация этой базы. Кто где находится, кто выбыл, кто... Да, верификация, актуализация базы. Идет процесс вот в этом направлении. И до конца года мы планируем все эти системы захлопнуть. Чтобы снизить потребление, да, одна из целей, незаконное подключение. Как часто сейчас вы с этим сталкиваетесь? Ну, вот эти вот фазы различные и прочее. Город Сухум провели в городе Сухум, администрация инициировала проведение процедуры рейдовых мероприятий для выявления незаконно подключенных или с несоответствующей документацией, присоединенных к сети. То есть очень много абонентов они обошли, есть все реестры с привлечением там СУЭСа, СБыТа, Энергонадзора, участковых, то есть полный комплект, прям рейдовые такие мероприятия были проведены, актировали каждого абонента, и где выявлено было немало присоединений без соответствующей документации, то есть технических условий. То есть трехфазное присоединение требует наличия технических условий, которые необходимо оформлять в Черноморэнерго. Далее, после технических условий, в технадзоре должны тоже пройти процедуру получения соответствующей документации для того, чтобы абонент был присоединен к сети. В городе Сухум активно ведется данная работа по районам, в принципе, с нашей стороны, и технадзор тоже занимается этим вопросом, с нашей стороны выявляется, передается технадзор дальше выполняет свои мероприятия. На данном этапе все тех условия, которые выдаются Черноморэнерго, также передаются в технадзор для того, чтобы они дальше провели выверку соответствия выполнения абонентам предписаний по техническим условиям. То есть на безопасность, на соответствие пропускной способности, на контур заземления, то есть для того, чтобы абонент безопасно и законно мог пользоваться там другой тариф. Да.
Спасибо вам большое за интервью, Саид. Мы будем еще продолжать следить за картиной. Мы желаем успехов в вашей работе. Пусть эти ваши системы заработают так, как надо. То, что вы сейчас вводите, и приложения, все, что будет удобно для потребителей. Как сегодня в Абхазии платят за свет? Наблюдается ли повышение уровня платежной дисциплины и какие факторы на это влияют? Мы говорили с начальником управления сбыта электроэнергии РУП Черноморэнерго Саидом Бламба.